Поселок Золото разросся буквально за несколько лет. Сегодня здесь числится 850 дворов, где проживает порядка 3000 человек, большинство из которых молодые семьи. Потому вопрос развития в поселке инфраструктуры – один из главных волнующих золотарцев. Сказать, что поселок Спутник остается без внимания и здесь ничего не делается, будет неверно. К примеру, в 2014 году в микрорайоне появился сетевой магазин. Кстати, в настоящее время рассматривается вопрос о размещении в его здании почтового отделения. Совсем недавно начал свою работу детский сад «Алтынай». О работе по благоустройству поселка отчитался председатель территориально-общественного самоуправления Ринат Кадыров, возглавивший эту должность 4 года назад. За этот период у нас отсыпано порядка около 8 километров улиц. Это Первомайская за речкой, Луранная, Коркина, Айхальская. В этом году отсыпали 2 улицы, начало Карагайлы и начало Геологов. У нас еще остается отсыпать еще больше 20 километров. Но будем стараться добиваться. Не остается без внимания и вопрос уличного освещения. В период с 2012 по 2014 год установлено порядка 170 светильников. Подходит к своему завершению и работы по водоснабжению. Проблема водоснабжения почти что у нас решена. Все улицы в позапрошлом году проложили по Лесной, закольцевали Буранную, Первомайскую. Много очень работы сделано по улице Солнечной, конец Карагайлы по нечетной стороне. Там проложили новый водопровод. Единственное, что у нас, конечно, воды в летний период не хватает. На собрании присутствовали люди старшего поколения. Вопросов у золотарцев накопилось достаточно. Адресовались они специалистам УЖКХ, отдела городского образования, депутату Совета городского округа Батыру Яндавлетову. В частности, жители поселка Золото обратились с просьбой строительства школы. Представители старшего поколения особо волнуют занятость детей и подростков в свободное время. Нету культурно-спортивного центра. Вот здесь есть, да, спасибо, ребята ходят. Но они переживают за то, что, я говорю, вот детям идти некуда, понимаете? Проблемы, волнующие жителей поселка, актуальны и уместны. Их решение требует и затрат, и времени. Золотарцы относятся к этому с пониманием и верят, что микрорайон станет еще более комфортным для проживания. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.